Доброе утро, дорогие зрители. Меня зовут Вильдан Исянгельдин, и сегодня я буду модератором нашей встречи, которая посвящена такой интересной теме, как реализация дополнительных профессиональных программ Союза WorldSkill Russia. Министерство просвещения России совместно с Союзом «Молодые профессионалы» организует профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц, которые так или иначе пострадали от тех событий, которые мы наблюдали в 2020 году, а именно коронавирусная инфекция. И в рамках данных программ выделено 3 основных целевые аудитории. Это лица, находящиеся под риском увольнения, это выпускники учебных заведений, а также граждане, которые на данный момент ищут работу. Если вы относитесь к данной целевой аудитории, то у вас есть уникальная возможность с августа по декабрь 2020 года вы можете пройти обучение совершенно бесплатно и приобрести те дополнительные профессиональные компетенции и скиллы, которые сегодня востребованы как в нашем регионе Республики Башкортостан, как и в стране в целом. Мы хотим, чтобы благодаря вот этой ускоренной программы непосредственно WorldSkill Russia граждане нашего региона, нашей страны, оказавшиеся в такой трудной жизненной ситуации, смогли получить те необходимые базовые и профессиональные навыки, которые будут востребованы и предоставят им возможность стать более конкурентоспособными на рынке современного труда. Важно отметить, что мы сегодня находимся в стенах Акмолинского университета, и университет является официальным партнером Союза с 2017 года и имеет право участвовать в мероприятиях Национального Союза. В настоящее время в Акмолинском университете уже определены 11 профессиональных мастерских, которые оборудованы, исходя из современных стандартов, а те преподаватели, которые непосредственно дают те знания, являются настоящими компетентными экспертами, которые прошли непосредственное обучение. В мастерских Акмолинского университета в рамках заявленной нашей сегодняшней темы будут реализованы 3 профессиональные программы, руководители которых непосредственно сегодня с нами. И у нас появляется такая уникальная возможность сегодня поговорить с ними, узнать, в чем же особенность этих программ, в чем уникальность и почему это сегодня необходимо. Итак, первое направление – это дошкольное воспитание. Руководитель программы – это Валеева Любовь Юрьевна. И непосредственно направление предпринимательства – руководитель Лямина Людмила Васильевна. И я думаю, у нас еще 3-й эксперт подойдет немного попозже. Это такое направление интересное, как преподавание музыки в школе. Это Гардамшина Наталья Николаевна. Она к нам присоединится в течение нескольких минут. Итак, я предлагаю уже начинать. И первому нашему гостю, которому хотелось бы предоставить слово, это Любовь Юрьевна. Любовь Юрьевна, хотелось бы узнать у вас, почему вот именно сегодня такое направление, как дошкольное воспитание, приобретает свою актуальность, и даже учитывая то, что это экспресс-обучение в рамках Союза WorldSkill Russia, почему это сегодня нужно и востребовано в нашем регионе? Вильдан, интересный вопрос, спасибо. Ты правильно заметил то, что действительно сейчас дошкольное воспитание набирает обороты, но это связано с тем, что у нас, слава богу, рождаемость повышается, это раз. Во-вторых, у нас, если вы заметили, у нас очень много открываются новых современных детских садов. Для того, чтобы соответствовать современным детям и работать в этих современных детских садах, естественно, нужно пройти обучение. Ну, как вы уже сказали, да, Акмолинский университет, он сертифицированный, имеет сертифицированные площадки по направлению дошкольного воспитания и полностью укомплектован современным оборудованием, то, которое сейчас требуется для того, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда. Вот, почему актуально? Ну, потому что это интересно. Не обязательно работать в детском саду, знаете, воспитателем. Я, например, молодая мама, была когда-то бухгалтером, или, например, работала поваром или еще другой имея специальность, не связанную с образованием, и решила посвятить себя своим детям. Родила 3-го ребенка, 2-го, возможно, там 4-го или так далее. И поэтому я могу переобучиться конкретно для себя. Я, возможно, не планирую работать в детском саду. Я, возможно, просто планирую заниматься дома своим ребенком. И вот как раз-таки эту уникальную возможность дает Союз WorldSkill для того, чтобы как раз не надо идти полноценно обучаться, как раньше, например, обучались мы, педагоги, 5 лет, 6 лет. Здесь достаточно того, чтобы пройти обучение, то есть получить
какие-то навыки именно воспитателя, именно педагога для работы с дошкольниками. Это, например, как у нас заявлено в программе, это элементы занятия, как играть с детьми. Поэтому я думаю, что если вы планируете работать воспитателем, этого будет достаточно. Если, например, вы как родитель, для того, чтобы просто посвятить себя своим детям, этого будет тоже достаточно для того, чтобы как раз подготовить ребенка к школе. Вот поэтому и набирает актуальность дошкольное образование. Очень здорово, конечно. Спасибо, Любовь Юрьевна. Наверное, я сейчас такой формат мы, наверное, устроим, вопрос-ответов, да, такие максимально. Вот я возьму на себя роль вот среднестатистического зрителя, который нас сейчас смотрит, да, и, наверное, вот такие самые базовые тезисные вопросы, которые хотелось бы озвучить. Любовь Юрьевна, по времени сколько занимает обучение в рамках вот именно до программы, в рамках Союза WorldSkills? Что говорит прям конкретно про Союз WorldSkills, то у нас заявлено 144 часа. Это достаточно для того, чтобы освоить реперные точки данной компетенции. Ну, например, два варианта. Это либо с полным погружением, это 2 недели обучения, либо мы можем определить, что мы разбиваем конкретно по датам, когда приходят наши слушатели. Заканчивается все это сдачей скилл-паспорта. Вот немножечко могу рассказать, что такое скилл-паспорт в дошкольном образовании. То есть работодатель сейчас с удовольствием берет людей на работу, которые имеют скилл-паспорт. Работодателя не интересует, какого цвета у него диплом, что он знает, теорию. Работодателя интересует как раз практика. И, например, я как родитель, мне тоже нужна практика, что я могу делать с ребенком, когда он плачет, как его приучить, например, играть с игрушками, как его приучить горшку, как его приучить, например, или показать ему, познакомить с цифрами, с буквами, со звуками и так далее. Вот как раз это все входит в 144 часа, то есть база дается за это время. И это достаточно, потому что современное оборудование это позволяет. То есть попадает слушатель в такую среду, где там нельзя не научиться. Да, очень здорово. Уважаемые зрители, вот сразу хотелось бы тоже от себя отметить вот эту интересную тенденцию, вот именно вхождения, распространения такого уникального трендового явления, как WorldSkills даже. Вот по своему личному опыту знаю, что сегодня вот наблюдается такая действительно тенденция, когда такое переквалификация, перепрофилирование в такие максимально короткие сроки является действительно классной возможностью для вас в плане того, что то образование профессиональное, да, вот как мы привыкли его в таком привычном понимании воспринимать, бакалавриат, магистратура, аспирантура и так далее, сегодня мы наблюдаем, что появляются и другие механизмы, другие форматы для получения тех компетенций, которые сегодня востребованы на рынке труда. И вот именно та возможность, которую сегодня предоставляет Акмолинский университет, а именно получение образования буквально там за промежуток времени чуть меньше полугода, является уникальнейшей возможностью для того, чтобы вы нашли себя в каком-то, возможно, другом русле, или же те компетенции, которые вы получали во время вашего профессионального образования, их усовершенствовать и непосредственно найти что-то новое для себя в рамках уже такой практической работы. Вот. Спасибо большое, Любовь Юрьевна. Мы переходим дальше к нашему следующему эксперту. Это Людмила Васильевна Лямина, которая представляет действительно такое одно из самых актуальных, одно из самых востребованных направлений, как предпринимательство. Сегодня, Людмила Васильевна, во-первых, добрый день. Хотелось бы с вами сегодня обсудить, да, действительно, в каком же формате сегодня, да, вот то слово предпринимательство, которое мы привыкли воспринимать как непосредственно флагман экономики, флагман развития региона, страны и так далее, выстроено вот именно в таком экспресс-обучении, что оно дает слушателям и что он может получить по итогам обучения. Мы предлагаем к вашему вниманию дополнительную профессиональную программу повышения квалификации, которая называется «Технологии бизнес-проектирования» с учетом уже разработанной компетенции предпринимательства. То есть данное обучение на данной программе позволит слушателям научиться составлять свои бизнес-планы, возможно, открыть свой бизнес. Но если вы не хотите стать бизнесменом, не хотите стать предпринимателем, то те знания, которые вы получите
по реализации данной программы помогут вам достаточно хорошо ориентироваться в финансах, на рынке труда, где угодно. Потому что это ведь не только специальность предприниматель, закончил курсы предпринимателя. Под воздействием обучения этой программы меняется у человека мышление. Формируются некие такие предпринимательские аспекты этого мышления. Человек уже по-иному относится к своей работе, независимо от того, где он работает. Навык предпринимательства, определенный тип мышления, он способствует процветанию и финансовому благополучию. Класс. Людмила Васильевна, вот такой вопрос. Кто является теми непосредственными наставниками, менторами, спикерами, которые дают эту информацию? У нас в университете на протяжении 20 лет уже существует студенческий инновационный бизнес-инкубатор Art Business, который выпустил не одно поколение студентов, и почти все наши выпускники сейчас находятся в бизнесе. Достаточно успешные, достаточно продвигающиеся. У кого-то свои частные предприятия, кто-то на самозанятости. Это тоже очень достаточно интересно. И вот менторы бизнес-инкубатора – это преподаватели, которые реализуют свои дисциплины в рамках бизнес-инкубатора. Они будут осуществлять данную программу. Все они имеют или сертификаты экспертов по компетенции предпринимательства, или свидетельство на право проведения чемпионата. Достаточно такие компетентные люди. Кроме того, мы привлекаем бизнес-тренеров российского и даже международного масштаба. Думаю, будет очень увлекательно, интересно, но самое главное, познавательно. Здорово. И здесь вот, Людмила Васильевна, вас слушаю, да, вот тоже про себя задумываюсь на такую тему, что сегодня, вот, учитывая даже те потребности, больше вот я как представитель молодежи, да, вот от себя скажу, что многие говорят, что да, вот реально, я не хочу учиться, хочу быть предпринимателем, да, и сегодня вот я действительно много таких ребят встречаю, но если вот мы процентное соотношение возьмем, к примеру, да, тех ребят, которые занимаются вот этой сложной, по сути, нишей предпринимательства, он действительно очень низкий. И так или иначе получение вот каких-то базовых навыков в виде проектного менеджмента, проектного подхода, составления маркетингового плана, информационной кампании, бизнес-плана и так далее, это все вот именно теория, которая нам сегодня необходима, потому что заявлять и говорить о себе можно бесконечно, но сложнее всего начать. И поэтому, обращаясь также к нашим зрителям, хотелось бы сказать, что то трендовое направление, которое сегодня интересует вас, есть непосредственно в нашем Акмолинском университете. И вы можете спокойно заявляться и спокойно проходить, еще раз отмечу, коллеги, бесплатное обучение в стенах Башкирского госпедуниверситета. И сейчас вот прежде чем уже приступить к завершающей части, да, хотелось бы, наверное, от себя озвучить то направление, которое завершает вот именно сетку тех профессиональных программ, которые предоставляет Акмолинский университет, а именно направление преподавания музыки в школе, потому что вот наш эксперт, к сожалению, не смог подойти, но так или иначе, коллеги, вот вы нас смотрите, да, и каждый из вас наверняка помнит те уроки музыки в наших школах, которые мы с максимальным энтузиазмом, трепетом вспоминаем и сегодня, и здесь непосредственно наш университет предоставляет такое направление, как преподавание музыки в школе. Что оно дает и что это такое? Эта компетенция представляет собой комплекс работ, связанный с деятельностью учителя музыки. И задача специалиста, который вот непосредственно владеет данной компетенцией, является вовлечение школьников в творческий процесс и помощь в области музыкального искусства. То есть здесь это полноценная такая творческая, креативная программа, которая поможет вам, если вы занимаетесь непосредственно там, вокалом, джазовым пением и так далее, найти свою новую компетенцию, не то что предназначение, в таком новом педагогическом уже опыте. И если у вас есть желание окунуться в вот эту всю сферу, почувствовать, как работать с детьми, какую информацию им преподносить, как выстраивать свой образовательный план, то данное направление непосредственно для вас. И поэтому сейчас, завершая, наверное, коллеги, да, хотелось бы вот от вас услышать, да, вот тот алгоритм, который необходим вот нашему зрителю для того, чтобы он услышал вот вас, услышал нас и сказал: да, это очень круто, давайте попробуем. Что ему нужно сделать? Раз меня начали, наверное, я завершу, с вашего позволения. Достаточно тем людям, которые заинтересовались программой дошкольное воспитание,
зайти на сайт, набрать в поисковике WorldSkills Express, зарегистрироваться, дать, конечно, свое согласие о том, что да, мы действительно хотим обучаться, и пройти по ссылке. Эта процедура несложная, займет буквально там, до 10 секунд. Поэтому там все понятно, алгоритм понятный. Мы заявки принимаем до 1 октября. После того мы обработаем все заявки и напишем расписание. У нас все будут контакты ваши, те, которые заинтересовался в обучении. Мы разошлем письма с расписанием и будем уже конкретно, точно работать. Здесь я еще хотела сказать, что у нас будет с вами 3 таких точки, на которых будет опираться наше обучение. Первое, это сначала мы расскажем про движение WorldSkills вкратце, потом мы будем отрабатывать нужные формы работы с детьми, направления работы с детьми, задания будем отрабатывать. И последнее у нас будет завершающий, это демо-экзамен в виде задания, да, то есть вам нужно будет показать элемент какой-то работы с детьми. Например, это фрагмент занятия, либо фрагмент игры на нашем оборудовании. После этого вы получаете скилл-паспорт. Еще раз скажу, что скилл-паспорт это не приравнивается к какому-то диплому, либо документу, да, установленного образца. Скилл-паспорт это тот документ, который подтверждает вашу компетенцию, знание данной компетенции. Поэтому, если вопросы остались, вы можете на сайте найти наше управление образовательных разработок и написать. Задать вопрос мы будем каждому рады и будем отрабатывать все это лично с каждым. Поэтому надеюсь, что проблем никаких не будет, и буду всех рада вас видеть. Классно. Я сейчас еще раз алгоритм повторю, и после уже наши завершающие слова. Коллеги, друзья, зрители, еще раз, завершая, резюмирую те слова, которые нам озвучила Любовь Юрьевна. Для того, чтобы подать заявку на экспресс-обучение в рамках тех доп. Программ, которые предоставляет Союз WorldSkill Russia, необходимо, первое, зайти на сайт WorldSkill Express. Дальше. Необходимо нажать кнопочку «Пройти обучение». Думаю, вы там не растеряетесь и сразу все увидите. После чего необходимо выбрать наш с вами любимый регион, Республику Башкортостан. И перед вами там откроется довольно-таки широкий спектр направлений, который, возможно, вас заинтересовал бы. Но отмечу, что те направления, которые мы сегодня презентовали вам, они непосредственно, их всего 3. Первое – это дошкольное образование. Второе – это преподавание музыки в школе. И третье – это предпринимательство. И важно отметить, что ни один университет в Республике Башкортостан не является, ни один университет не обладает теми компетенциями, тем опытом, который сегодня есть в стенах нашего Акмолинского университета. То есть эти 3 направления – это 3 сертифицированных и уже официально оформленных программ, которые вы можете пройти. И после чего вы нажимаете кнопочку «Отправить заявку», при этом заполняя те необходимые критерии, которые предоставляются для заполнения на данном сайте. И после чего уже наши сотрудники, руководители программ с вами связываются и объясняют весь алгоритм прохождения обучения в рамках этого короткого промежутка времени в Акмолинском университете. Это основной алгоритм, поэтому завершая, наверное, нашу сегодняшнюю презентацию, максимально короткую, я надеюсь, что интересную и полезную для вас, хотелось бы предоставить слово нашим руководителям программ с словами наставления, сопутствия и непосредственно те слова, которые вы, возможно, не сказали. Слово вам. Я только хочу дополнить, что если у вас стоит страх перед тем, это очень сложно, финансы, маркетинг, бизнес-планирование, на самом деле программа составлена уникально, она очень интересна. Мы поможем вам найти те ниши, где необходимо сейчас войти в позицию предпринимателя, бизнеса и осуществить свою давнюю мечту. И второе преимущество нашей программы – то, что она дистанционна. То есть вы можете обучаться, находясь дома, непосредственно в комфортной обстановке. Но, конечно, по завершению программы, как уже сказала Любовь Юрьевна, вы должны будете сдать демо-экзамен и, конечно, получить скилл-паспорт, который вам откроет широчайшие возможности в поле бизнес-планирования. Но хотелось бы, тоже отметить, что почему это действительно тоже уникальная программа и почему она востребована. Потому что она
также составлено достойно, доступно. И не бойтесь, что вы будете работать с детьми или как мы это сдадим, как этот демо-экзамен, что это. Я ни разу не работала с детьми. Все нормально. Эксперты, они лояльные, эксперты, они понимающие. И поэтому эксперты, они уже настолько привыкли работать со студентами, что также будут реализовывать программу доступно, понятно, логично. Поэтому ничего страшного нет. Я думаю, что все демо-экзамен сдают, и сдадите вы, наши новые слушатели программы. Поэтому не бойтесь, приходите, записывайте, проходите регистрацию. Да. Спасибо большое, уважаемые гости, руководители программ. В завершение хотелось бы сказать, что большое спасибо вам, зрителям, что уделили свое время для того, чтобы послушать нас, наши презентации, наш спич так называемый, да, и хотелось бы в завершение сказать, что не надо бояться бросать себе новые вызовы, те возможности, которые сегодня открываются в сфере образования, в сфере педагогики и так далее, это то, что сегодня непосредственно вызывает большой интерес и действительно востребовано сегодня на рынке труда как в нашем регионе, так и в России. Поэтому, коллеги, друзья, зрители, вам большое спасибо, всем удачи, ждем вас в стенах нашего Акмолинского университета. Всем всего доброго.